30 апрел соати 10 шаҳри Душанбе бинои бизнес инкубатор шаҳри Душанбе аст ва имрӯз дар ин толор нишасти матбуотӣ баргузор мегардад ки натиҷаи лоиҳаи бузурги нури рӯшноӣ аст ки ин лоиҳа аз тарафи созмони милали муттаҳиди занҳо дар тоҷикистон маблағгузорӣ мешавад ва амаликунандаи ин идея ташкилоти ҷамъиятии гендер ва тараққиёт аст ва баргузоркунандаи нишасти матбуотӣ ва яке аз гирандагони ин лоиҳа ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони дорои имконияти маҳдуд ноил ҳаст. биёд ҳамроҳ вориди ин нишасти матбуотӣ мешавем ва мебинем ки унҷо чӣ баҳсу баррасиҳо ва чӣ суҳбатҳо мегузарад. Для того, чтобы у них было больше сил, больше возможностей, больше навыков, знаний и современных подходов. Работы с людьми с инвалидностью. Здесь я должна действительно поблагодарить руководство организации. Подавали достаточно просто сказать, что один ресурсный, где более 1800 человек, это то, что... Это первое. Я очень горжусь тем, что в последнее время везде, и вчера буквально еще на одном мероприятии, включали гимн гендерных... Ассалому алейкум, Фотима Шамсудинова ҳастам, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони дорои маъюбият ноил. имрӯза чорабинӣ бахшида шудааст ба натиҷаи лоиҳаи ташаббуси нури рӯшноӣ дар тоҷикистон ки бо маблағгузории ташкилоти ҷамъиятии гендер ва тараққиёт ва шарики рушд созмони милали муттаҳиди занҳо дар тоҷикистон оид ба баландбардоштани маърифати ҳуқуқии занҳои дорои маъюбият, баландбардоштани дониши онҳо оид ба пешгирии зӯроварӣ, баробарии гендерӣ ва ҳуқуқҳои оилавӣ мебошад. ин лоиҳа тӯли 5 моҳ аст ки дар ташкилоти мо, яъне ки ҷавонони дорои маъюбият ноил амалӣ шуда истодааст ва мо дар доираи ин лоиҳа як қатор чорабиниҳо гузарондем ва ҳамчунин расондани ёрии ҳуқуқии ройгон ба шахсони дорои маъюбиятро ба роҳ мондем. таъсиси варақҳои иттилоотӣ ва китобчаҳои кисагин барои оид ба ҳуқуқҳои оилавӣ, баробарии гендерӣ ва пешгирии зӯроварӣ дар оила дар тоҷикистон омода кардем ва ин лоиҳа фарогири дар тренингҳое ки мо дар доираи ин лоиҳа дар 5 минтақаи тоҷикистон гузарондем, фарогири зиёда аз 100 нафар занон ва духтарони дорои маъюбият буд ва бояд гуфт ки лоиҳа то охири моҳи май анҷом меёбад ва инҷо мо дар бораи натиҷаҳои ба дастоварда маълумот хоҳем дод. Как она продуктивна и какие она делает крутые вещи, да, это действительно достойно уважения. Я знаю Шахзоду, которая делает очень много интересных вещей. дар мавриди амалӣ шудани ҳамин лоиҳа мехостам аввалтар аз ҳама пурсам ки чаро дар минтақаи Бадахшон амалӣ нашудааст? Она боз шумо ҳамин савола метиҳед, барои ин ки рости гап мо ҳуҷҷати вай тасдиқ шуда ки кор мекунем, аллакай дар ҳамунҷо аллакай муайян шудагӣ буданд 6 ноҳияи ҳамун ҳадафи. برای همون ما هم همین سوالای میتیم نو شاید در دوره دوم این فاز نوعی دیگر کنم لیکن ما با جان دل با омодаед ки дар Бадахшон кор кунед? چرا نه دیگر لایه‌ای که ما علاقه کار میکنیم تشکیلات ما کار میکنه. شما در تجربه هزارساله کاریتون به قول میتونید گفته که در کدام منطقه توجیستان بیشتر خشونت زنهای معیوبیت داشته به نظر میرسد؟ Вы знаете, на этот вопрос очень сложно ответить однозначно, потому что виды насилия, они разные. Вы прекрасно знаете и о законе о предотвращении домашнего насилия, где очерчены только 4 вида насилия, но на самом деле их очень много, их подразделений очень много. И если вот так взять в целиком, то, конечно, они присутствуют везде. Поэтому я не могу сказать, что где-то меньше, где-то больше, но насилие, оно присутствует везде. Ну, даже если посмотрим о том, что где у нас расположены кризисные центры, где у нас расположены женские центры, обычно они делаются именно там, в таких районах, в таких местностях, где присутствуют такие факты. Но я думаю, что однозначно этот вопрос очень трудно ответить. Да и потом наша официальная статистика,
которая, слава богу, сейчас дает. Есть очень интересный статистический сборник, называется «Мужчины и женщины в Таджикистане». Вот там, если вы посмотрите, там статистика очень интересная, даже включает и сексуальное насилие, которое существует, о котором у нас умалчивают, к сожалению, но оно имеет место, и мы не можем молчать об этом. سوال آخر من همین است که خود این لایحه از طرف سازمان ملل متحد زنها در تاجیکستان عملی شده است. اگر که مبلغ گذاری قطع شد، خود این تشکیلاتایی که شما دارین به طور خودکفا میتونن فعالیت کنن؟ Тоже очень интересный вопрос. Молодец, очень хороший вопрос, потому что где бы и как бы мы ни работали, мы всегда работаем над вопросами устойчивости. Эта программа не только, как Диана Исмаилова, программа-менеджер ООН «Женщины» говорила, эта программа идет со всех сторон. Это программа «Луч света», финансирование Европейского Союза. Сейчас будет вторая фаза, но у нас есть очень хорошие случаи, когда проекты заканчиваются, и они становятся устойчивыми. Я вам приведу один пример. Ну, если вы не знаете, давайте возьмем учебный центр «Сарвар». Где находится это? Это находится в Душанбе, это находится в бывшем здании общежития сельхозуниверситета. В 1998 году, еще когда я работала руководителем Бюро женщины в развитии, совместно с правительством Республики Таджикистан, вот я говорила, помните, что Бозгундот Худоева была, совместно при финансировании ПРООН, потом правительство Японии подключилось к этому вопросу. Мы создали уникальный центр для девушек из отдаленных регионов, которые приезжали в Душанбе по квоте президентской. Вы об этом знаете. Через несколько лет после их функционирования мы передали официально это Министерство образования, и Министерство образования продолжает деятельность этого учебного центра, который называется учебный центр «Сарвар». Несколько лет, правда, тому назад я была, потому что мы на самом деле очень интересную работу проводили. Там общежитие, там места для проживания, там у нас была библиотека и все. Вот. Ну, на мой взгляд, не хватает достаточно финансирования для того, чтобы продолжить, но условия для обучения и для проживания девочек, они есть. Второй пример, который я могу привести, вот тоже совместно с Комитетом по делам женщин мы организовывали районные информационно-консультативные центры при комитетах по делам женщин и семьи. Они до сих пор существуют. Они до сих пор оказывают помощь населению в предоставлении юридических и других услуг. Пример? Нет, я могу примеры привести очень много, потому что на самом деле любой проект, который мы работаем, мы хотим, чтобы они были устойчивые. И мы всегда говорим о том, что что это такое? Ну, вы должны понять, что общественные организации, они очень донорозависимые. Я использую вот такой момент. Но, кстати, сейчас мы уже думаем над тем, Хотя мы сейчас возвращаемся к тому вопросу, что закон об общественных объединениях, он не запрещает заниматься предпринимательской деятельностью, но только единственное, там есть одно ограничение, что эта прибыль, она должна идти на развитие. И поэтому вот в этом году со стороны UNFPA мы будем организовывать специальный тренинг по тому, как обучить общественных организациям, какие виды деятельности можно вести, как быть устойчивыми и не зависеть от фондов доноров. بیننده عزیز، اینجا ویدیو گزاریش با انجامی نشست مطبوعاتی میرسیم و در برابر فکر و نظر و اندیشه های نفرایی که امروز در نشست مطبوعاتی نظرشون بیان کردن، من یک جمله آخر برای شما بیننده عزیز میخوام بگم که در عائله شما، در کارخانه شما، در دهه، محیط، کوچه شما اگر نفری هست که دارای امکانات محدود است، بیاید همین را برای خودمان از میان میبرداریم. یک لحظه فکر کنیم که کسی نابینا نیست، یک لحظه فکر کنیم که کسی از پای روان محروم نیست، یک لحظه فکر کنیم که کسی عقلش ناسالم نیست، همه چی اوکی است و زندگی رنگین میگردد. زنده باد صلح و آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر.